лесах Ингушетии приступили к зимнему маршрутному учету диких животных и птиц. Полевые работы проводятся ежегодно в период с 15 января по 15 марта в дни благоприятных погодных условий. Как уточнили в природоохранном ведомстве, охотоведам и егерям предстоит пройти около 109 маршрутов. Зверей подсчитывают по следам на снегу, птиц по количеству встреч на маршруте. Все нюансы сезонной работы охотоведов отметила наша съемочная группа. Где мы сняли вот это следы кабанов, это ночные. Вот заяц тоже, это... Зимний маршрутный учет – основной метод определения численности лесных обитателей. Он проводится с середины января до середины марта, когда снежный покров позволяет фиксировать следы зверей. В данный момент у нас идет учет, зимний маршрутный учет зверей. У нас в районе сегодня заложены, в Назарском районе заложено 16 маршрутов. Но сегодня маршруты, они лет 20 назад заложены. У каждого егеря свои маршруты. Есть по 2 маршрута, есть по 3, есть егеря, у которых 4 маршрута. Благодаря такому учету удается контролировать популяцию видов, а также регламентировать количество разрешений на охоту. Маршруты, составленные заранее, егеря проходят дважды, отмечая пересечение следов и визуальные встречи с животными. Ну, лицензии у нас, вот я рассказывал, на кабана мы продаем лицензии на кабана. Она самая дешевая вот, по сравнению с других регионов. У нас лицензия стоит 1100 рублей. Кроме этого, маршрутный учет помогает выявить вспышки болезней, например, африканской чумы свиней у кабанов, и регулировать численность переносчиков, таких как лисы. Единственная эпидемия была, это было где-то в 2008 или 2007 году, АЧС кабаны. Зимой доступ зверей к естественным кормам ограничен. Егеря обустраивают кормушки и солонцы, туда же кладут и лекарства от вышеперечисленных заболеваний. Зерновые смеси с минеральными добавками, теми самыми солеными кирпичами, восполняют дефицит натрия и других элементов, поддерживая иммунитет животных и останавливая болезни. Забавно, что солью интересуются не только братья наши меньшие. Благодаря усилиям специалистов, даже в условиях суровых зим, обитатели лесов получают шанс на выживание и восстановление популяции. Работа егерей – это комплекс мер, направленных на сохранение баланса экосистемы, подсчет и мониторинг здоровья животных, заготовка кормов и борьба с браконьерством позволяет не только защитить природу, но и создать условия для устойчивого развития охотничьего хозяйства. Исраил Богатырев, Илья Спиев, Тамила Жигова, Вести Ингушетия.